Почему медицина тесным образом связана с астрологией? Дело в том, что мы, живя в этом мире, живем во времени. Это время связано со временем, как времени в сутках, так и время связано с сезонами. Каждое из времени суток и времени, связанное с сезоном, связано с первоэлементами. Первоэлементы связаны напрямую с различного рода звездами, созвездиями, планетами, хозяевами этих планет. И у них происходит взаимозависимые действия друг на друга в разные промежутки времени, так как время постоянно течет, постоянно меняется, и это вот некоторое воздействие. Это воздействие отражается на людях, потому что мы также имеем эти элементы, имеем это взаимодействие. Для чего же смотрится это? Когда существуют те или иные нестыковки или противодействия планет друг с другом, так называемые комбинации, то, что называется комбинациями, в этот промежуток времени оценка комбинации происходит. Можно ли помочь пациенту, стоит ли ему помогать именно в этот промежуток времени, или дождаться лучшего благоприятного времени для помощи. Кроме того, это взаимодействие планет, созвездий, этих первоэлементов отражается на действии лекарства. Иногда не стоит давать лекарства в тот или иной день для индивидуального пациента, или даже во времени года есть специальные дни, когда этого не происходит, а иногда необходимо дать. И вот с помощью астрологии можно вычислить наиболее благоприятный день для лечения или наиболее благоприятный для процедуры, для лечения и для дачи лекарств. По этой причине можно говорить, что между медициной и астрологией существует огромная взаимосвязь, которая используется в лечении больных. Например, если кто-то говорит о том, что существует некое вредящее существо или вредящее божество, которое помогает, чтобы это лекарство помогло, или наоборот вредит, чтобы это лекарство не помогло, так не говорится. Никогда не говорится о том, что кто-то вредит или кто-то помогает чему. Мы рассматриваем с точки зрения причинно-следственной связи или связи взаимозависимости. Например, самый простой пример, который можно привести, предположим, лето, жаркий сезон, жаркий сухой сезон. Если в этот промежуток времени лечить то или иное заболевание, связанное с жарким, горячим лекарством, то можно ухудшить болезнь. Не только ее не вылечить, но и ухудшить, так как разовьется жар. И в этот промежуток времени необходимо применять это знание, что горячие лекарства могут навредить пациенту. Откуда же это происходит? Планеты, созвездия, звезды, все они между собой связаны вот этими комбинациями, связанными с первоэлементами, взаимозависимо влияют друг на друга и как следствие отражаются индивидуально на Земле. И поэтому в некоторый момент то или иное лекарство, эти планеты также влияют, планеты, созвездия, их положение между собой также влияют и на на климатические условия планеты Земля. И если смотреть вот эти вот примеры, связанные с этим, то есть увеличение того или иного элемента, влияние этого элемента на то или иное время, место и так далее, изменение климатических условий, и в этот промежуток времени грамотно подбирается именно лекарство само, в соответствии с тем влиянием планеты или созвездия в тот промежуток времени на существ, находящихся на Земле, потому что это все тонкие взаимодействия первоэлементов. Основа – это первые элементы. Из-за них все происходит.